Здравствуйте, в эфире телеканал РБК, я Игорь Виттель, и сегодня мы обсуждаем перспективы национальной платежной системы. А в студии у меня Павел Гагарин, председатель отраслевого отделения по аудиторской деятельности Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ничего не перепутал, Павел? Нет, все Тогда правильно. здравствуйте. Добрый день. Ну вот давайте с вами обсудим эти блестящие перспективы, без сомнения. Речь идет вот о чем. Насколько я понимаю, Госдума собирается принять поправки к закону о национальной платежной системе. Первое предлагает штрафовать за односторонний отказ операторов проводить транзакции. Это связано с недавними капризами Visa и MasterCard, которые блокировали. Я правильно понимаю, да? Да, в основном с такое. этим. Ну а второе, операционные платежные клиринговые центры должны находиться в России, чтобы информация о наших транзакциях не уходила врагу. Ну и вообще, речь идет о том, что нам нужно развивать собственную, да, у нас национальная операционная система, платежная система, все должно быть родимое. Такое есть, и даже, по-моему, в эти самые минуты в Совете Федерации на эту тему сейчас, там происходит. as we speak, как говорят злые. Трение там или прение, в общем, что-то на эту тему идет. Другое дело, я не очень понимаю, почему такая шумиха вокруг, казалось бы, достаточно рядового финансового события, которое многие страны делали и делают. То есть есть какая-то политическая, информационная, видимо, подоплека. То есть не только должны уметь бороться с врагом, но еще и продемонстрировать, что без врага мы проживем. Нет, смотрите, во-первых, отказ был действительно вещью неприятной, потому что там сегодня они Банк России как-то тормознули, да, а завтра любой из нас может оказаться в ситуации, когда мы привыкли и Visa, и Master. Ну да, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Это абсолютно нормальная и справедливая обеспокоенность. Вы, допустим, поехали за границу, куда-нибудь в Америку, а вам взяли и отрубили возможности проводить транзакции пока. Поневоле начинаете... Они и не так очень сильно любят платежные карты, даже Visa и MasterCard, выпущенные в России. И более того, дебетовые карточки, они там либо не принимают, либо они их там интерпретируют все равно как кредитные. Эта система уже достаточно много лет в таком полурабочем режиме работает. И поэтому, скажем, когда я езжу в Америку, я предпочитаю пользоваться карточками все-таки западных банков. Во-первых, извините, не каждому российскому гражданину откроют карту в западном банке. Согласен. Если вы хотите сказать, что там у всех наших граждан есть social security для того, чтобы открыть карту в западном банке или прочий набор документов. Если у кого-то есть возможности, то, естественно, люди, которые страдают паранойей, вообще лучше не американские тогда какие-нибудь, а стран третьих, которые меньше выдают. Но вернемся к этому. С этим понятно, да, почему такая шумиха. Вот по второму варианту, что платежные клиринговые центры должны находиться в России, это как-то вообще возможно сделать? Это возможно сделать, но вот то, что Греф, скажем, утверждает, что на существующей основе, там, ПРО-100 или какие-то другие основы, там, универсальная платежная карта, можно сделать такую систему, запустить в течение 2 месяцев, я считаю, что это очень сильное преувеличение, и здесь есть масса технических сложностей. Даже системообразующие банки, которых всего лишь несколько десятков, а не несколько сотен, имеют разное программное обеспечение, разные форматы взаимодействия, и унифицированы они только с точки зрения сотрудничества с MasterCard, Visa и другими международными платежными системами. Но, знаете, внутри России такой унификации нет пока. Даже если посмотреть на опыт вообще слияний и поглощений на российском банковском рынке, то с точки зрения IT все происходит как-то вообще очень странно. Если вы помните, когда Raiffeisen с Impex, да, у них до сих пор, по-моему, существуют эти отделения категории А и отделения категории Б. Они очень долго сливали свои системы, и не всегда было видно там клиентов Impex в Raiffeisen. И таких примеров я могу вам назвать много, да. Конечно. Состыковать внутренний банк, на мой взгляд, история достаточно сложная. Вопрос, нужно ли вообще нам это. Но вот об этом мы еще поговорим. Он хотел бы подключить к нашему разговору Игоря Николаева, директора департамента стратегического анализа компании ВБК, который находится в отеле Арарат Парк Хаятт. Игорь, добрый день. Добрый день. Хотелось бы услышать вашу точку зрения. Нужна ли нам отечественная универсальная платежная система? Сколько будет стоить ее внедрять? Какие сложности на этом пути и так далее? Наверное, нужна. Другое дело, что не стоит переоценивать ее все-таки возможности. Я не думаю, что как бы мы ни старались, с учетом, собственно говоря, и тех причин, которые нас сейчас понуждают этим активно заниматься, что то, что мы создадим, своего оператора платежной системы, что он будет сопоставим, собственно говоря, с Visa или MasterCard. Надо понимать, что все равно у него будет очень большой конкурентный недостаток или просто недостаток. Не международные расчеты, да, в турпоездках будет трудно вообще-то пользоваться
Ну, в общем, это будет своя система, но по качеству, конечно, по привлекательности для пользователей она будет сильно уступать. То есть можем... Международной сети приема. Вы сами Да. говорите, как Visa и MasterCard. Может, мы тогда выйдем Да. на международный рынок, и российская карта простой или какая-нибудь другая станет таким же символом, ну, если не как Visa и MasterCard, но хотя бы как там Union Pay, China и так далее, или Japan Credit Bureau. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы вышли на международный уровень, вот на такой уровень. Но, я думаю, надо более реалистично смотреть. Вот это мы хотим, а с учетом, да, санкций формальных и неформальных. А здесь, кстати, те самые неформальные или косвенные санкции, они будут играть гораздо большее значение. Вот есть ли у нас перспектива, что наши карты могут действительно получить такое распространение, как та же упомянутая вами китайская Union Pay. Я в этом глубоко сомневаюсь. То есть эти внешние причины никуда не денутся. Это будет с большой долей вероятности карта для внутреннего пользования. Но нужна нам такая карта. Строго говоря, мы и без нее бы обошлись. Ну, посмотрим, по объему средств, допустим, по пластиковым картам, в основном это более 82%. Это снятие средств, это, в общем, зарплатные карты. Это карты у нас даже используются в гораздо меньшей степени для покупок, для каких-то транзакций. Поэтому, строго говоря, мы бы и без внутренней обошлись. Ну, в кассах бы опять деньги получали или нет. Но это совсем уж древняя была бы система. Так Вы что предлагаете опять уйти в серые сегменты, получать деньги в кассе. я не предлагаю, я говорю, что... Лучшая платежная если бы система – это конверт. Спасибо, Игорь. Мы к вам сейчас вернемся, не покидайте нас. Согласны? Нет, конечно нет, потому что большинство наших предприятий все-таки перешли на выдачу денег в белую, то есть платят налоги, и это нормально, надо платить налоги, иначе государство наше не сможет существовать. Для этого нужны, конечно, карточные системы. Но вот здесь проект, насколько я понимаю, называется национальная платежная система. Слово «национальная» – это ограничение в рамках России. Если эти карточки будут использоваться для выдачи зарплаты, для оплаты товаров или услуг в наших магазинах и вообще на территории России, но это нормально, это первая итерация. Пусть Понимаете, это зачем будет. человеку держать столько карт? Понимаете, одна для внутреннего пользования, вторая для выезда за рубеж. Нет, все-таки разные карты имеют разные программы. Например, Visa Platinum позволяет пользоваться бизнес-залами там в 600 аэропортах мира. Visa Infinite, Platinum не всегда дает такие преимущества. Но, тем не неважно. менее, да, то есть такие всякие привилегии есть. И человек должен все-таки иметь разные карточки для разных программ платежей. Если одна из них будет для получения зарплаты в банкомате или Мы где-то вообще еще, ставим то- крест на международных платежных системах и их будущем в нашей стране. Нет, конечно, нет. Это все равно, что да, там кто-то предлагал от доллара отказаться, невозможно. Доллар – это объективная реальность. Нет, Точно так же, как международные платежные системы. Никуда не денешься от них. Международные, как бы, даже всемирные заговоры, закулисная рука, да, они не могут остановить хождение доллара в нашей стране. Они Конечно, не могут не сказать, что, ребята, с сегодняшнего дня доллар не ходит, это только наши могут сделать. А вот Visa и MasterCard вполне себе, как выяснилось, могут сказать, все, ребята, с завтрашнего дня мы вас не обслуживаем. Ну, я не думаю, что они это сделают. Для них это тоже будет серьезная потеря денежных оборотов и денежных средств. Любая финансовая система, понимаете, имеет уровень прочности определенный. И если из нее изъять определенное количество денег, там из системы изъяли 100 рублей, система не заметила. Если из системы изъять 200 рублей, то дальше начинает работать финансовый мультипликатор, ликвидность системы резко идет вниз. И я не уверен, и сами платежные системы Visa и MasterCard не уверены, что без российских денег они будут такими же ликвидными, как сейчас. Они могут очень сильно потерять, им невыгодно закрывать Ну, с нами тут я, пожалуй, с вами соглашусь. В отеле «Рад Парк Хаятт» вернемся к Игорю Николаеву. Игорь, еще один вопрос. Пойдут ли... чуть-чуть Конечно. согласиться. Можете хоть совсем не согласиться. Отвечаю, да, примерно тем же. В данном случае в данном случае это информация от Павла Алексеевича Медведева. По тому, насколько вообще для визы той же это будет обременительно, потеря рынка или нет. Сейчас только что было сказано, что такие потери вообще денежные, им это невыгодно. Так вот, Россия это примерно 1% в обороте той же визы. Не стоит преувеличивать нашу значимость. Вот нас все время подводит вот это.
надуваться тут тоже не надо. Надо более реально смотреть на вещи. Вот. А Павел Алексеевич сказал, что это как раз информацию представитель визы ему дал, когда он поинтересовался. Так что весьма примечательные цифры. Что мы для визы, ну вообще Что для он Гекубе, что ему международных. Гекуба. Игорь, так все-таки хотелось бы понять, пойдут ли международные платежные системы, если мы в их обороте занимаем столь незначительное место, как вы говорите, на то, чтобы создавать в России клиринговые и процессинговые центры? Это вопрос. Это действительно интересный вопрос, потому что мы вроде бы не хотим отказываться, да, но если потребует это затрат, а это потребует затрат. Я, конечно, не технический здесь специалист, но те оценки, которые я слышал, ну, порядка несколько десятков миллионов долларов. Не знаю, за что купил, за что продаю. Может потребовать создания вот этих центров. То есть, получается, оборот России, доля России небольшая, дополнительные затраты, ну, существенные. И что? Поэтому они будут решать, безусловно. Плюс вот эти вот обременения, что теперь в одностороннем порядке они не могут отказаться от предоставления услуг. Ну, сегодняшняя законодательная поправка, которая наверняка пройдет. Я не думаю, что они, конечно, уйдут, но задумаются они всерьез, насколько вообще Россия привлекательный рынок для них. Ну, я думаю, что к вечеру мы уже узнаем эту информацию. Согласитесь или нет? Ну, отчасти да, но я считаю другое, что, во-первых, для них 1% это не то, что для нас, для русского мужика, что там 199, что 100 одно и то же. Для них 1% это значительная часть рынка. Поэтому я думаю, что они очень сильно будут думать, но даже если они сократят прямое сотрудничество, все равно для того, чтобы наша в будущем национальная платежная система смогла бы выйти на международный рынок, они, конечно же, предложат свои услуги, от которых будет сложно отказаться, потому что их технические возможности очень велики, и их можно будет использовать для того, чтобы наши карточки уже получили бы и международное распространение. И каждый, естественно, извлекает свою выгоду. У нас те, кто будут осуществлять, там постараются сделать монополию, например, на выпуск этих карточек или на эквайринг, на обслуживание, то есть будут продавать это небольшим банкам или тем банкам, которые не смогут войти в эту систему. Также, возможно, бюджет будет попилен частично при создании этой национальной системы. Я думаю, что это один из таких побудительных мотивов у тех, кто эту идею Национальная придумал. платежная система. Да, конечно. То есть использовать амбиции нашего руководства для того, чтобы в том числе и набить свой карман, частично поглотив. Да, деньги Не то, чтобы мы специально вас перебиваем на этом месте, но у нас передача подошла к концу. Конечно. Спасибо большое. Напомню, Павел Гагарин был у нас в студии, я Игорь Виттель. Всего доброго и удачи в делах.